Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Милые, давайте сегодня посмотрим сложную тему. Тема откровенного разговора. Что мужчина сам себе говорит, думает о вас. Если вам интересно, если не боитесь узнать правду, пожалуйста, присоединяйтесь. Посмотрите на песочек, загадайте на своего мужчину, на того, кого любите, на того, кто вам интересен. Представьте его, назовите по имени, мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Мой милый, дорогой, честно, откровенно, сам себе, что думаешь обо мне? Какой видишь, что чувствуешь? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим на вашего мужчину. Что же он так откровенно сам себе про вас думает и говорит? Так, сложно. Ну, давайте начнем по порядку. Здесь очень много боли. Вот от песка прям чувствуется боль. Боль, очень сильная боль. Здесь человек пришел каяться. Здесь человек, словно нищий, с протянутой рукой, просит прощения у вас. Я не знаю, ко всем ли это обращение, либо к какой-то одной девушке, которая должна его услышать. Но, тем не менее, что говорит этот мужчина? Мужчина говорит, что нет ему прощения. Нет ему прощения за то, что сделал, за то, как поступил, за то, что предал, за то, что обманул, за то, что растоптал, разрушил, осквернил. Он понимает, что причинил вам очень много боли. Он это все понимает. Он говорит: режь меня, бей меня, причини мне такую же боль, отомсти мне, может, тебе станет проще. Если ты захочешь, я принесу себя в жертву. Если ты пожелаешь, я отдам свою жизнь за тебя. Но только прости, отпусти, дай мне возможность к тебе еще хотя бы раз приблизиться, почувствовать твое тепло, почувствовать твою энергию, вдохнуть твой запах, почувствовать тепло твоей руки. Этот мужчина растерзан и разбит. Но я-то подозреваю, что вам он причинил гораздо больше боли и страданий. Знаете, вот пришла еще такая информация, что, может быть, этот человек очень нерешительный и где-то предал, либо обманул вас в ваших ожиданиях, наобещал, либо не исполнил, либо наоборот отказался от каких-то своих слов, проявил очень большую слабость. Здесь у кого-то, знаете, вот как идет разделение, две линии идут. Одна линия идет на жуткое предательство. Здесь, ну, как мужчина, да, меняет одну, ну, тут даже нет, неправильно говорю, тут в поисках каких-то приключений и удовольствий, какого-то шкурного интереса, мужчина предает ту, которую так... мне прям даже тяжело говорить, слушайте, прям аж ком подходит. Ту женщину, которая его так сильно любила, так его берегла, хранила, ради него что-то сделала вот вопреки своей совести, либо вопреки даже, может быть, ну, хочется сказать, даже закону, да, что-то вот прям, ну, прям душу все отдала, понимаете? И вот
он поиграл этой душой, да, прям поиграл, бросил, типа, мне не надо, да, не надо, да зачем-то я тебя не просил, ты сама это сделала. А теперь, когда его за бубенцы вот так судьба взяла, да так больно-больно сжала, он все понял, он теперь понимает, что за вас ему досталось, за вас его сейчас судьба кошмарит, а она его действительно кошмарит. Вы знаете, эта отсыпка, она происходит в тот самый сложный период жизни этого человека, когда он нестабилен. Либо человек очень болен сейчас, вот прям именно в этот момент. Ему, может быть, он спит, ему снятся кошмары, да, вот ему снится его будущее, как он будет отвечать за свои грехи. Либо человек действительно в какой-то жуткой, сложной жизненной ситуации, когда ему прилетает просто там, где и не ждешь, на ровном месте, и он осознает, что это за вас ему прилетает, что его судьба кошмарит за вас, да, вот это он понимает, он раскаивается. Теперь это он понял, как это плохо, теперь это он осознал, как это больно дается. Но а что, назад не отмотаешь, уже не отмотаешь. Разбитое сердце не склеишь. Тем более, разбил, так я так понимаю, конкретно, да. У кого-то мужчина живет с женщиной. Женщиной, которая, вот хочется сказать, что она ведьма. Вот, знаете, вот именно та злая ведьма из сказки, да, которая там питается младенцами, которая ненавидит все живое. Она из него, понимаете, все соки выпила. Всю жизнь с него выпила. И пока вот до последней капельки не выпьет, не успокоится. Он знает, что она его убивает. Знаете, как-то вот прям тихонечко убивает. Он все это понимает. Но он настолько под ее властью, под ее вот этой юбкой, каблуком, что выбраться не может. Не может. И понимает, что как он с вами поступал, так теперь поступают и с ним. Вот он час расплаты. Вот он тот судный день, судное время, да, когда нужно закрывать свои долги. Здесь человек, коленопреклонно молится, просит прощения у вас, представляет ваш образ и просит прощения. Знает, что, скорее всего, не простите. Этот человек, он скоро объявится. Он вам либо напишет, либо позвонит, либо какая-то встреча случайная будет. Но на самом деле он ее уже давно задумал, эту встречу. Человек, хочется сказать, что будет действовать по обстоятельствам, но нет, не будет по обстоятельствам. Тут, знаете, как будет, он растеряется, вот он вас представляет и думает, вот будет такой-то диалог, там слова себе придумал, все придумал, а вас как увидит, так и растеряется. Растеряется, потому что его очень сильно тронет то, как вы будете выглядеть, либо какими глазами вы на него посмотрите. Мужчина может расплакаться, расчувствоваться и наговорить лишнего в плане эмоций. Не того, что хотел, не того, что планировал. Но в любом случае он будет за что-то изменяться, просить прощения, каяться, умолять, не знаю, проситься обратно, да, вот как-то будет себя вести. Я не вижу дальше продолжения, поэтому говорю, да, тот, кто нашалил, тот будет отвечать. Вторая история. Тут про человека, который подвел. Именно подвел в прямом смысле слова. То есть, например, обещал жениться, не женился. Обещал что-то сделать для вас, не сделал. Обещал уйти от разлучницы, либо выйти из треугольника, не вышел. Обещал приехать, не едет. Обещал то, не сделал. Мог заблокировать, мог просто исчезнуть, да, из вашей жизни. То есть такой человек. Здесь человек особо ничего плохого не сделал, кроме того, что именно не оправдал ваши ожидания и, как такой хитрый ворюшка поступил, да, пользовался вашей любовью, пользовался вашим расположением, вешал вам лапшу на уши и в один момент просто исчез. Исчез и пропал. А вы теперь сидите и думаете, а что случилось? Себя обвиняете в этом. А тут он слабый, понимаете, он слабый и... в общем, не мужчина он, да, хочется так сказать. Можно, нельзя, я не знаю, но прям мне идет, как он сам так про себя говорит, не мужик, тряпка половая, грязная, вонючая тряпка.
человек не был честен изначально с вами. Вот изначально вот он привирал, накидывал, там пух, бисер, что только он не делал, да, там рассказывал о том, чего нет. И очень много наврал по поводу своего материального положения и по поводу своего семейного положения. Очень много наврал. Теперь, когда отношения зашли, да, достаточно далеко и глубоко, нужно было выкручиваться. И он, как действительно слабак, решил просто убежать. Убежать и спрятаться в норку, в свою вонючую глубокую норку. Вот так вот он поступил. Посидел в этой норке, плесенью оброс. Возможно, он даже в этой норке не один сидит. И тут ему стало страшно. И тут ему стало неприятно. И тут он подумал, а не дурак ли я? Да? А почему я так в норку убежал? Она же такая классная, она такая замечательная. Она бы все поняла, она бы мне помогла, она бы меня поддержала. Вот скажи ей всю правду изначально, скажи как есть. Она бы дала мне хороший совет, дала бы подсказку. Может быть, даже к себе бы меня взяла жить. Да? То есть вот такой момент происходит. И вот сейчас этот человек, он раскаивается, очень раскаивается в том, что он неправильно поступил. Но здесь раскаяние, знаете, такое больше на себя ориентированное, что вот я неправильно поступила, теперь мне, бедняжечки, плохо. Вот как-то так идет. Так, еще, девочки, есть одна история, которую я тоже скажу. Может, она сюда не относится, но вот вышла тема, когда мужчина агрессивный, с какими-то, может быть, даже социопатскими наклонностями, какой-то женщине жизнь попортил. Ругался, бился, дрался, ревновал очень сильно. Значит, смотрите, и вы, может, удивитесь, но я скажу вам такую вещь. Он любил, любит и будет любить вас вечно. То, что он социопат и маньяк, 100%, да, происходят мутации, уродства, это происходит. Вот у него какое-то уродство в его психике. Скорее всего, какая-то наследственность. Может быть, он какой-то шизофреник, да, либо у него какие-то нотки шизофрении присутствуют. Он почему так себя с вами вел? То есть, смотрите, с вами он так себя вел, а с другой женщиной он так себя не ведет. И вы, например, зная о том, что он сейчас с другой женщиной, и вы думаете, а почему он с ней так себя не ведет? А ответ знаете какой? А он не любит другую женщину, а вас любил, а ее не любит, поэтому ему вообще пофиг на нее, он так на нее спокойно и реагирует. Вот этот человек нездоров, психически нездоров, и у него обострение периодически происходит, может быть на полнолуние, может быть на вот как-то с Луной у него идет что-то связанное. Здесь, кстати, Луна может показать как и очень сильную связь, зависимость от женщины, так и вот цикл небесного тела, да, вот реакция психики происходит. Вот он хотел бы еще в вашу жизнь прийти, он хотел бы вернуться, он хотел бы вашей любви. Только вот я не хочу, конечно, вас пугать, девочки, но может быть, кому-то это поможет, может быть, кого-то это может спасти. Да? Я не люблю такие темы на общих отсыпках, но скажу, вы, девочки, лучше, если есть такая возможность, смените адрес. Либо не ходите с ним на встречи, если вдруг он вас куда позовет. Он будет там клясться, божиться, что я поменялся, что я во всем раскаялся. Да, он в это верит, что он во всем раскаялся, и он искренне раскаивается. Но из-за того, что психика у него нездоровая, он в один момент может поменяться в лице. Да, такое ощущение, что дьявол в него вселяется. Но это шизофреник, девочки, шизофреник. Вас Боженька отвел, да, может быть, вы пострадали от этого человека, но Боженька отвел. Скажите слава Богу. И если есть возможность, поменяйте адрес. Сделайте так, чтобы этот человек вас никогда не нашел. Потому что он реально опасный идет, просто опасный. Он себя не контролирует. Больной человек, он не отвечает за свои поступки, за свои мысли. Его действительно накрывает вот это вот синим тазиком, и все. В глазах потемнело, и что там дальше происходит, он действительно не помнит. Он, кстати, вам, по-моему, говорил это, что я не помню. Да, я не помню, я не знаю, что произошло. Это правда, это он не придурился, так у него происходит. Так что поменяйте лучше место жительства, если есть такая, конечно, возможность. Либо постарайтесь так, чтобы больше никогда с ним не идти на контакт. И если вдруг вы его где-то увидели,
на улице, например, да, там дорогу переходите, а он там с другой стороны на вас смотрит. Сразу кричите, на помощь зовите, полицию зовите, потому что, ну, человек нездоров. Ну что, нездоровый. Вы простите за такое предсказание, но я просто обязана вас предупредить. Так, мои милые, что хочу сказать. Здесь один возвращенец будет, вот буквально, ну, максимум, да, в течение там 2-3 недель вернется, расплачется, будет проситься обратно, умолять его простить. Второй хитрун будет еще прятаться, пока у него там, ну, ситуация его не сплющится до вот таких размеров, тогда он будет опять искать выгоды, вспомнит опять, что надо идти к вам, проситься, потому что с вами хорошо, с вами тепло, с вами вкусно, с вами надежно. Не верьте, гоните сразу, потому что это оппортунист. И вот этот вот маньячина. Ну, я вас предупредила, девочки, но понятно, что на судьбу надейся, сам не плашай, да, будьте осторожны, будьте аккуратны. Мои милые, извините за такое предсказание, но я не имею права. Я должна говорить то, что вижу. На этом у меня все. Береги вас Господь. Всем добра, всем мира, всем любви. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.